Сегодня в России отмечается День космических войск. Праздник приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись космонавтики, в том числе и военной. В Якутский измерительный пункт воинской части посетила наш корреспондент Анастасия Данилова. «Спутник-1» – это первый искусственный спутник Земли. Советский космический аппарат, запущенный на орбиту 4 октября 1957 года. Запуск был осуществлен с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР Тюра-Там. Ведь служат у нас только лучшие люди. Им пожелание сей стих завершит. Пусть будет небо спокойным и чистым, чтобы в семье понимали всегда, чтобы ценили, любили родные, чтобы страна была нами горда. Спасибо. Здесь, на территории измерительного пункта, прошел митинг, посвященный 61-й годовщине запуска первого спутника Земли. Гостей воинской части сопроводили на экскурсию по измерительному пункту, а далее уже в своем кругу среди офицеров была проведена торжественная часть мероприятия. Было проведено торжественное построение, доведение приказа командующего армии, начальника главного центра, выступили ветераны, военнослужащие измерительного пункта. И в вечернее время планируется торжественное собрание с концертом. В воинской части каждый день для круглосуточного дежурства заступает около 25 человек военнослужащих и гражданского персонала. Они контролируют работу космических аппаратов. Некоторые из них празднуют День космических войск в таком составе впервые. А кто-то уже успел прослужить 29 лет и после увольнения вновь устроиться в родную часть. Именно 4 октября в этой части я праздную только первый год. До этого я проходил службу в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. И я очень рад, что участвую в этом празднике именно в измерительном пункте войсковой части 1429. У нас было торжественное прохождение и разные культурные мероприятия. Это, возможно, выезд в город на концерт, в театр. Обязательно всегда происходило в части, в клубе. Также сама концертная программа силами офицеров, солдат, ставились различные номера. Ну и для солдат самое главное увольнение. Измерительный пункт ранее был другой воинской частью воздушно-космической обороны, которая была основана в 60-х годах. И только с 2010 года преобразовалась и вошла в штат войск Улан-Удэ. Я связан с космосом с 1982 года. После окончания школы поступил в военное училище, военный инженерный институт имени Можайского в городе, тогда Ленинграде. После его окончания был распределен в город Якутск, в войсковую часть 77981. И вот с этого момента непрерывно прослужил до 2016 года здесь. За 61 год сменилось несколько поколений космических комплексов и систем, но все эти годы личный состав воинских формирований оставался верным своей истинной миссии – обеспечивать гарантированный доступ нашей страны в космическое пространство. Анастасия Данилова, Георгий Григорьев, Якутск.